Если даже вы попытаетесь скрыть от нас правду, мы все равно до нее докопаемся. Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения самая правдивая программа «Аман». Наконец-то в программе «Аман» участвует политик. Я ждала этого момента. Наш сегодняшний герой – заместитель министра иностранных дел Кан Таня. Кан находится в комнате допроса, ожидает начала нашей программы. Думаю, волнуется. Не заставим его ждать. Подключайте детектор лжи. Начинаем. Добро пожаловать в комнату допроса. Спасибо. Вы ощущаете, как здесь холодно? Да, действительно холодно. Мы это делаем для того, чтобы детектор лжи лучше распознавал ваши ответы. Понял. Я задам вам 10 вопросов. Вам надо ответить коротко. Либо да, либо нет. Если большинство окажется правдой, то вы имеете возможность поговорить с молодежью, которая сейчас находится в нашей студии «Аман». Предельно ясно. Вы готовы? Готов? Первый вопрос. Итак, пост замминистра иностранных дел вы получили через связи своей семьи. Нет. Вы думаете о том, чтобы стать министром иностранных дел? Задумываюсь. Да или нет? Да. Когда-нибудь брали взятки? Нет. Вы готовы отправиться жить в Науру на много лет, если отправят как посла Абхазии? Да. Вы когда-нибудь нарушали закон Республики Абхазия? Нет. Вы считаете себя красавцем и завидным женихом? Нет. Вы считаете, что похожи на голливудского актера Леонардо Ди Каприо? Я себя не считаю. Да или нет? Нет. Нет. Вы готовы спеть серенаду и станцевать под окнами любимой девушки? Да. Вы пользуетесь тем, что вы внук известного писателя Алексея Гогуа? Нет. И последний важный вопрос. Вы являетесь агентом британской разведки? Нет. Ваши ответы видели наши телезрители. Детектор выдал 7 правильных ответов. Значит, мы переходим во второй этап нашей программы в студию «Аман». Здравствуйте, представляю вам нашего гостя, заместителя министра иностранных дел, молодого политика Кана Таня. Кан – первый политик, который сегодня в нашей студии. До этого у нас были артисты эстрады, актеры, поэтому я думаю, что Кану сегодня будет нелегко и непросто, потому что политики обычно могут отвертеться от всяких сложных вопросов. У простых граждан всегда много вопросов к политикам, поэтому сегодня за всех будет отвечать Кан. Но Без проблем. я благодарю его за смелость, что он все-таки нам не отказал и согласился участвовать в нашей программе «Аман», которая само название за себя и говорит. Это допрос. Задавайте ему вопросы, не жалейте. Я думаю, Кан готов на них ответить. Начинаем. Камидан Гумбо, у меня такой вопрос. Вы одно время учились и работали в Италии. Да. Почему вы вернулись обратно в Абхазию? Хороший Основная вопрос. Ответ будет, наверное, заезженным таким, да. Все-таки меня пригласили вернуться работать на своей родине, и я посчитал нужным сделать. Я сделал, в принципе, выбор, я посчитал нужным вернуться домой и работать во благо своей страны. Вот. Большая разница между работой МИДа Абхазии и итальянского МИДа? В целом нет. В целом нет. Они подходы разные, а так задачи, цели и задачи у всех МИДов во всех странах, они плюс-минус одинаковые. То есть приоритеты внешней политики почти у всех государств совпадают, отличаются в части, касающейся опять-таки экономического развития. В основном
привлечения инвестиций и, так скажем, продвижения позитивного имиджа. А может быть, вы скажете ваше мнение по поводу того, как поступают ваши собратья, политики, когда берут взятку? Ваше мнение о коррупции в чиновничьей среде? Я к коррупции отношусь негативно, как, в принципе, скажет любой публичный человек, я уверен. Но, тем не менее, я как бы никого не заставал за взятками, за предложением или за принятием взятки. Поэтому я не могу сказать, как тот или иной чиновник относится в целом к коррупции. Ну, нормально, трезвомыслящий чиновник, государственный деятель, который думает о том, о благе своего государства, а не о своем личном благе, он, конечно же, негативно относится к коррупции, потому что она тормозит практически все процессы, связанные с развитием экономики, но также и, кстати, с социокультурным развитием общества. Поэтому, если не принимать какие-то жесткие меры в отношении коррупции в целом, то вряд ли мы сможем созидать и видеть развитие нашего государства. Говорите вы красиво, как дипломат, но чтобы мы до конца вам поверили, вы сами давали взятки? Нет, я не давал взятки, просто, знаете как, не было даже такой надобности думать о взятках, то есть, и смотря что еще называть взятками, да, то есть здесь слишком много аспектов. Я не давал взятки, потому что у меня не было, просто вот не Например, было такой если надобности. гаишник остановил в Да. пьяном виде, дать ему взятку, а не дать выписать протокол. Я понял вашу ситуацию, нет, у меня Нет, у такого меня не такой было. ситуации не было. Нет, я понял ситуацию, которую вы описываете, но у меня лично таких ситуаций не было. И даже если бы была такая ситуация, скорее всего, я бы принял бы его протокол и передал бы коллеге гаишнику, сказал бы, чтобы он написал протокол. Я все-таки законопослушный гражданин и стараюсь соблюдать закон. Следующий вопрос. Амичпа Анна, Чгирская школа. Существует такая фраза, что политики очень серьезные люди, и они далеки от юмора. А как вы относитесь к юмору? И как вы воспринимаете пародию на вас? Пародию на меня воспринял бы нормально, абсолютно. А что касается юмора, я считаю юмор неотъемлемой частью вообще любой сферы жизни, в том числе и политической. Например, возьмем Сергея Викторовича Лаврова, который иногда своим юмором сражает абсолютно всех журналистов, которые пытаются задавать каверзные какие-то вопросы. Поэтому я считаю, что юмор имеет место быть и в политической жизни в том числе. У меня к вам такой вопрос. Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали публикацию, которая была недавно выставлена в интернете, где вы являетесь агентом британской разведки. Да, это, конечно, интересная публикация, она вызывает смех. Каждый раз, как кто-либо в городе спрашивает о том, вот как стать твоим коллегой и так далее. Но в действительности, конечно же, если отложить, так скажем, шутки в сторону, то, видимо, кому-то, потому что вот если вы читали, да, статью, там в публикации не только я один, да, там очень много известных, уважаемых личностей Абхазии, и, соответственно, видимо, кому-то не совсем угодны наши взгляды на жизнь и наши взгляды в целом, какие-то политические, может, позиции. Но мой ответ на подобную статью просто игнорирование тотально, да, и смех. Смех, когда меня спрашивают вот так вот, действительно ничего кроме смеха не вызывает. Фатима Гухава. Я отдалюсь от предыдущей темы. У меня такой вопрос. Каким вы были в школе? Какой у вас был статус и какое у вас было поведение? Значит, статус был школьник. Поведение у меня было до 9 класса точно было очень прилежным. Учился я всегда хорошо, старался учиться на отлично, но не всегда оценки были, не всегда оценивали на отлично, но в целом учился хорошо до 9 класса. В 9 классе бывали моменты там, когда избегал с уроков тоже, в том числе с друзьями. Но все-таки потом понял, что это не мое, и возвращался к учебе. В принципе, окончил с серебряной медалью, нормально. Считаю, что весьма положительный результат, поэтому
Считаю себя прилежным А учеником. в каких-то массовых драках приходилось участвовать? В массовых драках, вы знаете, участвовать нет, ну, присутствовать, да. Вот участвовать нет, ну, присутствовать, потому что вот у друзей были какие-то конфликты и так далее, я присутствовал. А участвовать нет, не приходилось. Меня зовут Будбасария, и мой вопрос будет следующим. Трудно ли молодым людям в Абхазии построить свою политическую карьеру? Я вам так скажу. В принципе, если вы обратите внимание на наше министерство, в данный момент молодые люди преобладают над более старшими и пожилыми. У нас очень много молодых министров, их заместителей, а также начальников отдельных отделов и департаментов. Поэтому самое главное, это же, конечно же, желание. Вот, и желание работать действительно на свое государство, искренне любить свое государство и работать именно в интересах государства, ну и принимать небольшую заработную плату. Если с этими критериями вы смиритесь, то тогда, я думаю, успех обеспечен. Здравствуйте, меня зовут Дамир Гун, я студент международных отношений и хотел бы задать вам такой вопрос. Трудно ли содержать себя на заработную плату, которую выдают в Абхазии? Сложный вопрос. Постараюсь ответить деликатно. Ну, без помощи родственников вряд ли обойдется. Конечно же, в моем случае это мой родной брат, вот, который помогает мне, нашей семье. Но так в целом, конечно же, очень сложно. И я думаю, ни для кого не секрет, что заработные платы у нас не такие высокие, как мы хотели бы их видеть. Конечно, хотелось бы зарабатывать больше, всем нам, я уверен, но на данный период мы как-то понимаем сложности, и мы все знаем сложности, которые стоят на пути развития нашего государства, поэтому приходится как-то выкарабкиваться с помощью близких и родных. Вот в моем случае как-то Вот так. часто мы видим публикации в интернете, что в Европе чиновники ездят на велосипедах. Мгм. Что-то подобное было в Италии? В Италии, да, бывало, но Насколько роскошно живут чиновники? Чиновники живут там хорошо, зарплаты у них шикарные, причем начиная от депутатов до членов кабинета министров. У всех зарплаты от 13, по-моему, тысяч евро и выше. Следующий вопрос. Трудно ли устроиться в МИД на работу? И по каким критериям вы подбираете сотрудников в Министерстве иностранных дел? Хороший вопрос, и, честно говоря, на данный момент устроиться в МИД не так сложно, но скоро мы сейчас разрабатываем, думаем над тем, как бы усложнить этот процесс, потому что на сегодняшний день, если у нас освобождается вакансия, может прийти любой желающий, уверенный в своих силах и знаниях, прийти на собеседование с министром и с его заместителями, может быть, с начальником отдельного департамента, регионального или функционального, пройти собеседование, в принципе, по результатам собеседования может быть принят на работу. То есть не все так сложно, никакого сложного конкурса пока еще нет. Но мы думаем над этим, потому что все-таки считаем, что нужно выбирать лучших из лучших. Вот. И как-то раз мы объявляли на своей странице в социальной сети Facebook, объявляли о наборе, о приеме заявлений на замещение вакантной должности в отделе информации, если я не ошибаюсь. И, как-то особого энтузиазма мы не заметили со стороны нашего общества, наших граждан. Опять-таки, очень много ответственности, нужно много работать в МИДе, требуется профессионализм, пунктуальность, креативность, но и, соответственно, в ответ зарплата не такая большая. Да? И вот молодые люди, амбициозные, у которых много энергии и сил, они выбирают во-первых, занимаются поисками какой-то другой, более оплачиваемой работы, а во-вторых, может быть, не всем подходит режимное учреждение, коим и является Министерство иностранных дел. У кого есть вопрос? Меня интересует вопрос, хотите ли вы стать президентом? И если да, то на кого вы больше были бы похожи? Вот у нас 4 президента, 1 есть, 3 уже было, вот примерно.
Не что-то новое, а вот именно из того, что было. На кого больше были бы похожи? У меня нет такой цели. Я бы не Это чтобы не хотел. отвечать на второй Да, вопрос? и в том числе тоже, но действительно, я не ставлю себе такую цель. То есть я То бы есть, не если хотел... даже будут предлагать, то вы не пойдете быть Не, президентом? ну а кто может предложить? Инициативная Ну, группа предложили, да. Таня, мы хотим видеть тебя Нет, президентом. ты знаете, я действительно не ставлю перед собой такой цели. И я не думал, не видел никогда себя в качестве президента, да, даже в мыслях не задумывался об этом. Мне это просто неинтересно. У меня все-таки, мне нравится моя дипломатическая работа, и я бы хотел дальше идти именно по этому пути. Что больше о вас говорит, ваш костюм или ваши носки? Отличный вопрос, мне нравится. Обо мне говорит и мой костюм, и, в принципе, мои носки в том числе. Это и есть я. Это такой маленький штрих, так скажем, маленький налет молодости, да, чтобы все-таки, я все-таки молодой человек, ну, сравнительно молодой, да, у меня интересы совпадают с моими сверстниками, да, я не считаю себя, по крайней мере, снобом, отдалившимся от своих сверстников, живу абсолютно нормальной жизнью, поэтому, в принципе, да, какие-то атрибуты моего гардероба могут об этом иногда напоминать. Следишь за модой. Ну, своим гардеробом? нет, честно говоря, особо не слежу, и таких как бы возможностей нет следить за модой, да, это каждый день выходят какие-то новые там вещи и так далее, это абсолютно не мое, мне просто нравятся качественные вещи, все-таки, наверное, жизнь в Италии как-то меня в этом смысле слова чуть-чуть подкорректировала, я начал обращать внимание на качество именно вещей. У меня может быть одна качественная вещь, которая служит долго, нежели несколько некачественных. Пока мы говорим о вещах, ты обращаешь внимание на то, как одета девушка? Вы знаете, вот девушки пекутся о том, чтобы не надевать одинаковые платья, туфли и так далее, и так далее. По-моему, не только я, но и многие другие мужчины на это просто не смотрят. Мы не обращаем внимания на какой марки там туфли или платья. Ну, не знаю, это не является приоритетом, когда я смотрю на человека, не только девушка, но и любой другой человек, никогда не встречаю по одежке. А что приоритетно в девушке для тебя? Наверное, все-таки интеллект, ум, природный даже ум и доброта. Важно, чтобы человек был добрым. Я остановлюсь, пока мы не перейдем в «давай поженимся». Давайте. Какая должна быть современная девушка в вашем представлении? Современная девушка, современная абхазка, да, в моем представлении, это девушка, которая идет в ногу со временем, при этом не забывает свои корни, знает свою историю происхождения, историю своей страны. Вы еще не женаты, потому что не смогли найти вот такую, которую описали? Я уверен, что очень много у нас таких девушек. Я не женат, во-первых, может быть, еще все-таки судьба не распорядилась так, и все в силу, наверное, все-таки занятости. Может, прозвучит как-то слишком грандиозно, но действительно времени как-то на личную жизнь после работы особо не остается. Насколько важно мнение вашей матери, когда вы будете Важно мнение выбирать матери, себе да. невесту? Важно. Если мнение она ей матери, не да. понравится, Ну, если не понравится, жаль, конечно. Если все-таки я сделаю выбор, да. Если я сделал выбор, то я вряд ли его изменю. Но перед тем, как сделать выбор, скорее всего, я все-таки посоветуюсь со своей матерью. Ее мнение не только в выборе девушки, а вообще в целом мнение матери. Я считаю, что мы все должны прислушиваться к мнению матерей, тогда вообще в целом жизнь будет лучше. спасибо. Следующий вопрос. Есть вопросы? Анна? Какими языками вы владеете и почему сегодня мы ведем диалог на русском языке? Владею я понимаю и могу поддержать диалог на абхазском языке, русский, английский, итальянский, слегка знаю французский, арабский. Ведем сегодня диалог и программу на русском языке.
потому что мне легче все-таки изъясняться на русском языке. Но абхазский язык я полностью его понимаю и могу говорить, но не на таком уровне, как, допустим, на русском. Добрый день. Гогуа Мариса, международные отношения. Через сколько лет вы видите себя министром иностранных дел? Хороший вопрос, сложный. Вообще дипломатическая работа — это служба. Мы служим, она равносильно практически военным. И поэтому у нас никто особых вопросов не задает. Если поручение есть, мы его выполняем. Соответственно, если мне окажут такое доверие, я его с удовольствием приму. Но не мне решать. Я отлично себя чувствую на своей должности на данный момент и стараюсь по максимуму выполнять поставленные передо мной задачи. Гумба Амза, студентка АГУ, международные отношения. Мне бы хотелось вас спросить, какие книги вы для себя выделяете и фильмы, которые, возможно, повлияли на ваше мировоззрение? Книг немало. Я являюсь фанатом, можно так сказать, божественной комедии Данте. Это книга, которую я начал изучать в Италии, когда поступил в университет. Таким образом, я думал, я скорее выучу итальянский язык, но в действительности эта книга в дальнейшем меня отослала на множество других книг, которые, в принципе, также явились полезными для формирования моей идентичности. Что касается фильмов, Тоже итальянское кино. ну, из итальян, там Скорсезе, конечно же, я сейчас по режиссерам, скорее всего, скажу, нежели по фильмам. Скорсезе, Дель Торо. И, кстати, мне нравится еще Нолан, и фильмы Нолана, в особенности. У меня, знаете, как я учился в АГУ 2 курса на физмате. Я поступил в АГУ вот после школы. И уже с физмата перевелся в Италию. Так получилось, то есть выдалась такая возможность. Соответственно, я выбрал физмат не просто так, у меня всегда с математикой было хорошо, у меня склад ума, в принципе, математический. И поэтому мне очень нравятся точные науки и фильмы про точные науки или про теории какие-то математические и так далее. И вот в данном случае в фильме «Интерстеллар» мне очень нравится. Нолана, и я там его несколько раз пересматривал. Ну, нравится также... Фантастика. Ну, да, она фантастика, она там все-таки очень много теорий математических в том числе, и именно поэтому мне нравится. Ну, так, в принципе, из тех режиссеров, которых вы отметил, вот, да, Скорсезе, наверное, он, конечно же, классик, да. Ну, раз уже мы подходим к завершению, хотелось бы услышать какие-нибудь строки, стих любимый на итальянском языке. Ну, строки можно из той же самой божественной комедии, самое начало, буквально 2 строки. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta vita era smarrita. На такой вот интересной ноте мы завершаем нашу передачу. Кан, не знаю, насколько тебе было тяжело или тебе было просто легко. Надеюсь, ты интересно провел время в нашей студии, общаясь с молодыми людьми. Я попрошу вас минуту подождать в другой комнате, пока мы будем голосовать и узнаем, насколько молодые люди поверили вашим ответам. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Похлопаем. Все вопросы были заданы, все ответы мы услышали. Если даже вы поверили или не поверили, надо голосовать. И голосовать надо честно. Не думайте о том, что Кану это не понравится или понравится. Он самодостаточный человек, и он понимает, что у каждого есть свое восприятие. Поэтому давайте проголосуем, поднимем руки и узнаем, насколько Кан Таня был с нами честен. Голосуйте. Кто поверил Кану Таня? Говорил ли он нам сегодня правду? Понятно, 3 воздержались, но большинство все-таки поверили. Спасибо вам большое за вопросы, спасибо вам за участие. Увидимся в следующей передаче. Удачи вам!
Кан, после того, как ты вышел из студии, ребята проголосовали, они поверили твоим ответам. Это хорошо. Очень хорошо. Как тебе чувствовалось в нашей студии и сложно ли было отвечать на вопросы? Чувствовалось, ощущал я себя комфортно, потому что, в принципе, мне, как я и в самом начале сказал, мне нечего скрывать. Отвечал на все вопросы искренне. Ну, вы знаете, это все-таки экспромт, я не готовился к ответам. Может быть, на какие-то из вопросов я ответил бы по-другому, подготовившись к ним более детально и более ответственно. Ну, а получилось так, как получилось, и, в принципе, я доволен. А был ли самый сложный вопрос? Сложно, не знаю, вот, наверное, неудобный вопрос. Вопросы, связанные с моей политической карьерой, как я себя вижу дальше и так далее. Вот они не то что сложные, они просто неудобные для ответа, потому что на вопрос, например, видишь ли ты себя президентом, с кем сравниваешь и так далее. Вот я просто не задумываюсь об этом, потому что не ставлю такую цель перед собой. Поэтому их неудобно на них отвечать, потому что не готовишься, нужно как-то все-таки, тем более это деликатные вопросы, но на них нужно отвечать аккуратно. Ну вот я бы отметил неудобные вопросы, более чем сложные. Какой вопрос был ярким? Ярким? Наверное, про мой характер, про мое поведение, каким я был, как я справляюсь, как живу на ту или иную зарплату. То есть многие вопросы, в принципе, запомнились, осели, являются яркими. Самым ярким я бы, наверное, выделил все-таки вопросы, связанные с моим именно личностным ростом. Спасибо за то, что пришел на нашу передачу. Я считаю, это смелый поступок. Вам спасибо за приглашение. И надеюсь, ты оставишь нам автограф на нашей Оман-стене. Спасибо, удачи. Это была программа «Оман» на абхазском телевидении. Смотрите нас каждую субботу.